В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ледоход на реке Лени приближается к Якутску. Оперативные группы спасателей начинают отслеживать уровни воды. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается в республике. Весенняя охота на уток сейчас в Якутии. Ветеринарно-испытательная лаборатория исследует водоплавающих на птичий грипп. Под Якутском начались подвижки льда и разводья на реке Лени. Организованы посты безопасности в поселке Табага, городе Якутске и в поселке Кангаласы. По словам руководства Ленского бассейнового водного управления, река Лена у поселка Табага вскрылась сегодня утром, что на сутки раньше нормы. Сейчас оперативные группы спасателей начинают отслеживать уровни воды, следить за прохождением ледохода, оказывать помощь населению в случае необходимости и проводить профилактическую работу с жителями. Служба спасения региона просит жителей Хангаласского, Намского районов и Якутска подготовиться к безопасному пропуску паводковых вод ввиду понижения температуры в ближайшие дни, возможны заторные явления и, как следствие, повышение уровней воды на реке Лени. Ледоход буквально в эти дни, сегодня можно сказать, что констатирует факт, что утром 17 мая она вскрылась в районе города Якутска. Ожидаем рост уровней в ближайшие дни и в ближайшие сутки подвижки будут на территории Намского улуса. В этом году, значит, ледоход в какой-то степени необычный, так как все предпосылки были к сложному, да. Слава богу, в этом году ледоход на территории республики идет нормально, можно сказать. Затопленных территорий, чрезвычайной ситуации пока нет. Активная фаза ледохода на реке Алдан прошла успешно. Льда нет, русло чистое. Максимальное повышение реки 748 сантиметров наблюдалось в населенном пункте Черектей при максимальной отметке 1062 сантиметра. Нижняя кромка льда реки Алдан находится у населенного пункта Батамай. У населенного пункта Дыгдал Експекского наслега резкий ледоход, вода продолжает падать. А в населенных пунктах Дыгдал и Кылаи уровень воды не дошел до отметки гидропоста. На реке Лена с сегодняшнего дня уже в населенных пунктах Огородта, Хоногор и Арытит уже организовано круглосуточное дежурство. Уже наблюдаем уровень воды в временных гидропостах. И при возникновении чрезвычайной ситуации уже начинаем эвакуацию в пунктах временного размещения населения. И заблаговременно вот уже сегодня проводим отгон скота и лошадей в пунктах временного содержания скота. Теперь о текущей эпидобстановке в Якутии. За сутки выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 64 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 14, в Кобяйском 6, Усть-Алданском 5, Чурапчинском 4, в Вилюйском, Намском, Хангаласском районах по 3 случая, а Лайховском, Неренгринском, Оленёкском районах по 1. За сутки лабораториями региона проведено почти 2000 исследований на ковид. В Кобяйском районе идет увеличение количества зарегистрированных случаев. Особое внимание обращаю как граждан Кобяйского улуса, так и оперативного штаба Кобяйского улуса в необходимости принятия мер как по усиленной вакцинации, так и по, соответственно, соблюдению ограничительных мер, установленных на территории республики. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Усть-Алданском и Чурапчинском районах, где зарегистрировано 5 и 14 случаев соответственно. В связи с чем также хочу обратить внимание на то, что вакцинация населения, а также соответствующие меры ограничительные дадут нам возможность не распространять инфекцию далее. Вакцинация является самым эффективным методом против распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на заседании Республиканского оперативного штаба. Он обозначил главную задачу на ближайший период – это проведение массовой вакцинации среди якутян. Это позволит переломить эпидситуацию и создать положительную динамику. В выходные дни в Мегино-Кангаласском улусе проведена тотальная проверка предприятий, выписаны административные штрафы за нарушение ограничительных мер.
Чтобы исполнить плановые показатели по иммунизации, необходимо прививать в сутки 9 тысяч человек по всей республике. В оперативном порядке будут наращиваться ресурсы прививочных пунктов и мобильных бригад. Айслан Николаев поручил уточнить график поступления дополнительных партий вакцин, вести учет вакцинированных граждан и обеспечить выполнение плановых показателей. Задача стоит в ближайшее время. Тем временем в Якутске идет работа по открытию новых пунктов вакцинации. Полный курс прививки получили свыше 100 тысяч человек. В ближайшие недели эта цифра должна значительно вырасти. Врачи Республиканской клинической больницы номер 3 активно продолжают выездную вакцинацию населения. Заказать вакцинацию на дом могут маломобильные граждане. Кроме того, выезды осуществляются и на предприятия по коллективной заявке. Маломобильным гражданам, то есть находящимся дома, мы вакцинируем на дому по предварительной заявке возможно, от родственников, от самого пациента или от социального работника. Заявка поступает прививочной бригаде врачу и медсестре, и по графику, выезжают планово или в колл-центр по телефону 507-211 можно позвонить, подать заявку. На сегодняшний день у нас привито 40% пожилого населения и маломобильных. У нас всего около 300 граждан, инвалидов и больных. Мы их привили уже большинство. Продолжается сезон охоты на уток в Якутии. При этом велика вероятность распространения птичьего гриппа. В Республиканской ветеринарной испытательной лаборатории исследуют водоплавающих. Для этого охотники отправляют туда части тушек. А из районных ветеринарных служб доставляют сыворотки в специальных пробирках. Все это исследуют двумя методами. Во-первых, сотрудники лаборатории проводят иммуноферментный анализ. Также выявляют вирус через ПЦР. Пока исследовано порядка 50 проб. По словам специалистов, все анализы отрицательны. Птичьего гриппа пока не выявлено. По ПЦР-исследованию мы просмотрим внутренние органы патоматериал, патологический материал птиц. Это органы и мозг уток. А на ИФА-исследование отправляет к нам сыворотка крови уток. По ПЦР-исследованиям проводится 3-4 часа на один анализ. На ИФА это где-то, наверное, то же самое, 4-5 часов. По годовому плану должно быть проведено исследование 3390, это план. Из них 800 проб именно этих диких уток. Останки динозавра возрастом 72 миллиона лет оказались костями нового вида. Мексиканские исследователи уже дали ему название. Продолжит Татьяна Гамозова. Мексиканские палеонтологи обнаружили новый вид динозавров. Как сообщили в Национальном институте антропологии и истории, его выделили после изучения останков возрастом 72 миллиона лет, обнаруженных 1,5 десятка лет назад. Само исследование началось в 2013 году. Вид назвали Тлатолофус галорум и отнесли к подсемейству ламбиозаврин. Это динозавры, имевшие на голове полые гребни. Тлатолофус галорум из динозавров, известных также своим клювом, похожим на утиный. Это были огромные травоядные. Считается, что они не имели природной защиты от хищников, но научились защищаться, используя скорость и нюх. Сравнение тлатолофуса с другими видами стало возможным после расчистки 80% костей черепа. Помимо этого, в распоряжении ученых есть челюсти, грудная клетка и хвост. При этом длина одного только черепного гребня динозавра составляет более метра. На этом выпуск подошел к концу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, носите маски и дезинфицируйте руки.